Снегоуборочная техника работает постоянно, но усилий дорожников явно недостаточно. Застрявшие автомашины засыпало белой пеленой буквально за час. Многие из тех, кто оказался в снежном плену, выехали в Северную Осетию на отдых. Александре Поповой и ее друзьям предстоит обратный путь в Ставропольский край, поскольку Транскам откроют максимум через 2 дня. Стоим, ждем начальника базы, в которой мы заказали себе гостиницу, сделали предоплату, и они обещали нам вернуть деньги. Ну, в общем, мы сейчас их ждем. Да, уже понятно, что дорогу не расчистят, и, возможно, мы сегодня вернемся домой. А кто-то даже не может попасть на работу. Майрбек Маргиев, дежурный в смене, работает в Южной Осетии. Альтернативного проезда до его рабочего места нет. Около часу стоим, невозможно проехать. Сказали обратно вернуться. Мы на смену хотели поехать. И нету дороги. Сотрудники МЧС предупреждали население об угрозе сильного снегопада. Трассу официально закрыли в 5 часов утра. Прегражденный путь до горнолыжного курорта Цей, куда отправляются и жители других регионов России. Автомобили останавливают даже у города Алагир, где берет начало Транскам. Высота снежного покрова на Транскавказской автомагистрали продолжает увеличиваться. Сейчас она составляет 120 сантиметров. К утру на трассе скопилось более 30 автомобилей. Из-за сильного снегопада дорожники пока не могут приступить к полноценной расчистке полотна. В МЧС организовали временный пункт обогрева. В этой палатке люди могут спастись от холода, а также перекусить. Организовано горячее питание людей, которые находятся здесь в пункте пропуска Бурон. Рекомендуем в настоящий момент до выяснения обстановки водителям не ехать в район Транскавказской автомагистрали, поскольку окончательное решение будет принято после проведения всех превентивных мероприятий. Тем временем на юго-осетинском участке Транскама сошла лавина. Это значит, что массовый сход снега с горных склонов ожидается и в Северной Осетии. Из-за повышенной лавинной опасности пребывание людей около пункта пропуска Бурон может затянуться на неопределенный срок. Дэвид Мамедов, Георгий Джикаев, агентство РНФорм, Осетия ТВ.